Что из себя представляет первый из таких вот технологических этапов дидактической эвристики? Существует 3 основных этапа. Мы о них чуть-чуть говорили на прошлом семинаре. И первый этап эвристической деятельности заключается в том, что преподаватель дает возможность исследовать объект реальности, а не изучить информацию о нем из книжек. И результатом исследования этой реальности будет создание студентам субъективного или очень часто говорят первичного образовательного продукта. Что из себя представляет область реальности? Это то, что, в общем-то, может войти в концентрированном виде в стандарт, в учебную, соответственно, программу. Ну и мы можем видеть, что к реальным объектам могут относиться природные объекты, объекты культуры, технические устройства, то есть какие-то ситуации, которые вот имеют место вокруг нас в реальной жизни. И под исследование вот этой области реальности преподаватель может выбрать, например, то же самое открытое задание, то, чем мы занимались на прошлом семинаре. Соответственно, и отвечая дальше на вопросы, которые были у участников семинара, может ли одно задание в себе аккумулировать несколько методов эвристических? Ну, я ответил, в общем-то, в таком послесловии, что задание открытое, оно базируется только на одном методе. Другое дело, что заданий может быть много. Каждый выбирает его, исходя из поставленных целей. То, что хорошо в средней школе, может быть очень плохо в вузовской практике. Есть психологические особенности, есть дидактические особенности учебной деятельности. И они отличаются. Но есть некоторые инварианты. То, что и там имеют абсолютно одинаковые закономерности и в конечном итоге направлены на одинаковый результат. Следующий, второй этап. Создал студент, например, исследовал свойства вещества, кто-то столько сделал, кто-то столько сделал, кто-то вообще ничего не сделал. Ну вот, неинтересно. Но это его субъективный образовательный продукт. Дальше этот субъективный образовательный продукт каким-то образом, по логике вещей, должен быть соотнесен с неким аналогом. Да? Когда мы что-то делаем, мы хотим посмотреть, а как же это сделанное отражается в мнении других людей. Как это отражается, например, с позиции темы в культурно-историческом зеркале или так называемом культурно-историческом аналоге. Если фундаментальный объект – это область действительности, то культурно-исторический аналог – это область как раз-таки достижений человечества. Это принципиально иной вариант. Это вторая рука, условно говоря. Мы не можем вот просто взять и игнорировать ту огромную сумму знаний, которые накопило человечество за всю историю существования. И абсолютно этого делать и не надо. Но что подается первым блюдом? Первым блюдом подается чужое или ориентация на то, чтобы студент создавал свое? В данном случае дидактической эвристики это отличие, в общем-то, от многих других систем обучения в том, что ориентация идет на изучение области действительности, и результат заранее неизвестен. Каждый участник образовательного процесса, студент, ученик, в зависимости от ступени, смотрит на свое глазами вот этого культурно-исторического наследия. Точнее, наоборот, смотрит на культурно-историческое наследие своими глазами, после того, как он уже что-то сделал сам. И естественно, что логичным тогда третий будет этап, это получение обобщенного образовательного продукта. Когда первичный продукт субъективно корректируется, анализируется с позиции истории науки, культуры, как видят его результаты одногруппники, насколько, скажем, отличается его продукт студента от продукта любого другого человека. И вот здесь вот как раз-таки генерируется один из вообще фундаментальных принципов такого вот диалогичного, что ли, взгляда на природу человека. Смысл в том, наверное, вот можно выразить известными достаточно словами, что мы можем познать себя настолько, насколько мы узнаем, кем мы не являемся. То есть это принцип фундаментальной ксенологии, науки о чужом. Вот если мы узнаем, кем мы не являемся, а это значит посмотрим на себя со стороны, как когда-то Сократ говорил, вот тогда мы о себе будем знать все.
Или, как говорил классик даосизма Чуанзы, выйти за свои пределы — это значит оставить себя, забыть. А забыть себя — это значит обрести некую многопредметную истину. И понятно, что обобщенный образовательный продукт будет в себя включать не только внешнюю оболочку, то, что по предмету проверяется, анализируется, препарируется, оценивается, но еще и неизбежное личное образовательное превращение обучающегося. Знания, опыта, потому что второй классик немецкой классической школы, философской, говорил, что мы можем познать только те вещи, которые мы сделали сами, на руках. Поэтому в данном случае вот внешние и внутренние стороны продукта — это тот уникальный продукт, который свойственен каждому конкретному учащемуся. И тогда мы посмотрим на это немножко с другой стороны, на процесс организации учебной деятельности. 25 студентов — академическая группа, один фундаментальный образовательный объект, 25 разных образовательных продуктов на выходе. Не одинаковых, заранее ориентированных на готовую правильную информацию, а 25 продуктов, которые разнородны, которые составляют основу для общения, для мотивации, для сравнивания, взгляда на себя глазами других людей. И студент оценивает уже, по сути дела, не столько даже созданный им продукт, сколько оценивает себя, свои качества, свои возможности. Это принципиальная, собственно говоря, такая вот позиция. И в результате мы получаем знание о своем незнании. Знание студента о своем незнании. Вот это вот отличие от того, что есть в развивающем обучении, в проблемном обучении, в ряде авторских методик обучающих. То есть преподаватель действует в ситуации неопределенности. Продукт может быть у студента любой. Он должен быть готов на это, естественно, ответить. Ну вот по поводу смыслов и значимости. Ведь даже на теорему Пифагора можно объяснить другим языком, а на аксиомы посмотреть с другой стороны. И пусть содержание их не меняется, но их смысл и значимость для нас могут меняться. То есть могут ли, отвечая на вопрос, законы классические, там, Ньютона, Менделя, какие-нибудь там, скажем, уже известные постулаты каждой науки, их предостаточно, могут ли они как-то быть по-другому переоткрыты? Внешняя оболочка их никак не может быть переоткрыта, потому что это достижение человечества. Но студент приходит к своим результатам за счет вот такой своей реалистической деятельности. И при этом развиваются основные его качества личности, которые можно условно разбить на три группы. Первое — это познавательные, то есть когнитивные, это умение глубоко проникнуть внутрь изучаемой темы. Это условно креативные, то есть показывающие степень отклонения от некоего шаблона и то, что будет составлять в будущем критерии оценки. Третье — это организационно-деятельностное, вот X, Y, Z условно, это трехмерное пространство. Да? Организационно-деятельностное — это способность ставить цели, выбирать оптимальные формы методы для изучения чего-либо, способность анализировать, рефлексировать. Вот, может быть, более такой простой, понятный пример. Все мы проходили через, скажем, лабораторные работы там, по физике, по химии. И как, в общем-то, выстроена экспериментальная деятельность на таких естественно-научных предметах. Ну, понятно, задается тема, цель. Цель одна, ученики или студенты все разные. Дальше идет ход работы, двоеточие. И потом написано первое, второе, третье, четвертое. То есть студент должен нажать на такую-то кнопочку, получить такой-то результат, и в конце ему предлагается сделать вывод. Ну и всегда вывод — это часто предмет шуток, потому что, ну что, в выводе написать, когда у всех на выходе одинаковые результаты. Ну понравилось, счастлив, что сделал работу, еще хочется или не хочется. Давайте представим себе другую немножко последовательность, обратную, для выполнения лабораторной работы. Тема работы, цель, кстати, цель другая уже будет, это не только подтверждение, скажем, в ходе эксперимента определенных теоретических каких-то постулатов, а в данном случае целью будет являться создание условий для того, чтобы для развития исследовательских, экспериментальных качеств личности студента.
для того, чтобы он пришел к своему результату. Это не значит, что его результат будет, в общем-то, итоговым, финальным. Но он должен на своем опыте, в общем-то, проникнуть вглубь темы, если говорить вот очень упрощенно. И тогда преподаватель дает набор инструментов, приборы, вот тебе, пожалуйста, до знакомства с темой. Например, нужно изучить особенности, там, да, изучить закон постоянного тока. Вот, пожалуйста, приборы. Вот тебе ситуация, которую ты должен, скажем, там исследовать. Пожалуйста, составь свою последовательность действий. Приди к определенным результатам. А потом фаза, естественно, демонстрации, обсуждения, сравнения. Фаза с тем, как это есть вообще в истории науки в данной конкретной области. И вот тогда выводы будут у каждого разные, равно как и результаты разные.